Фотографировал? Конечно, Печень, конечно. печень. Да. Вот смотрите, это толстый кишечник человека. Пища приходит вот здесь, останавливается, дальше не идет. Раз дальше не идет, что будет? Накапливается газ в вздутии живота. Да. Раз газ накапливается, давление повышается. Если 2 сутки там дальше не идет, процесс брожения, образуются различные микробы, бактерии, процесс это появляется. Один из теорий опухолей это гельминты, образование гельминты. А когда человек научится, вот, он начинает воду держать сзади, вода пошел, вот так сколько почистил, 200 мл, потом дальше, в течение 10-15 минут, все, он сразу молодой будет. Потому что это яды, токсины, обратно на кровь не заходит, не в сосуд, ходит наружу. Поэтому вот моя методика очень хорошо работает, действует, эффект хороший. Я всегда говорю, кто выполняет, гарантия есть, что 100 лет будет жить. Чистка кишечника, да? А теперь это вопрос. кишечник, ну, как кишечник чистится печень, потому что желчный пузырь поджелудочный там выбрасывает свои секреции. Если кишечник зашлаковано, не поступает, а когда освобождается, их функция тоже восстановится. Вопрос. Потом можно? другой сейчас. Другой. У многих геморрой простатит. Почему много приедают? Вот эта каловая масса давит на вены, и получается расширение вен, и получается геморрой. А когда ты периодически чистишь кишечник, и аденома не будет, простатита не будет, он свободно уже работает. А когда весь забита каловая масса, он еле-еле вот так работает. Поэтому моя теория, моя практика, вот это, мою методику надо внедрить во всех школах, вузах, во всех организациях. Кто хочет, чтобы его родители, внуки, дети, народ был здоровый, надо меня поддерживать и выполнять. Я могу везде провести, даже бесплатно могу провести вот эти тренинги, если народ будет сидеть слушать. Потому что когда деньги платят, я один вещь расскажу тебе. Вот на территории России я один раз собирал, говорю, ну на тренинг пришли 100 человек. Когда спросили, сколько стоит, я говорю, по $100. 10 человек сидели, остальные убежали. Они внимательно меня слушали. Я 1,5 часа им рассказывал все. Потом говорю, деньги заберите. Ну, 1-2 человека забрали, остальные не забрали. Я говорю, за $100 вы слушали, знания получили. Когда человек платит, он внимательно слушает, чтобы научиться чем-то. А бесплатно проводишь тоже не действует. Даже Гиппократ сказал, что не надо лечить бесплатно. Он скажет, это бесплатно, не эффектно. Заплатит, эффект хороший. Ценность приобретает. Я тебе скажу, вот мои бади, которые здесь я продавал по $20, в Вьетнаме продали по $200. Один штук, вот коробочка, который там есть. Я это вьетнамцу говорю, почему дорого продаешь? Говорит, какой дорого дело? Это же бизнес. Потом говорит, он хорошо помогает онкологическим больным. Если я скажу, что стоит он $20, они не верят. Чем дороже, двойной эффект. Это я в свою практику видел. Некоторые покупают какие-то лекарства. Вот, например, у меня один министр, я как кардиолог. Раньше был сустав форте. Ну, расширяет сосуды сердца. А потом он через месяц говорит, доктор, поступил новый препарат, нитрон американский. Я купил, говорит, за $100. Ну, раз он купил, о чем могу говорить? Ну, принимайте, я говорю. Через 2 недели звонит, говорит, оказывается, наш сустав, который стоит $10, лучше, чем нитрон, который $100. Это воздействие на психику человека второстепенно. Иногда у нас говорят плацебо-эффект. Понимаешь? Вот когда был эпидемия, пандемия, в некоторых местах людям просто сказали, ну, обыкновенную воду поставили, физраствор или что, сказали, здесь тебе... Капельницу. Они быстро восстановились. Абсолютно. Это его подсознание, потом Страх снял. его направление, что я выздоровел, сейчас мне сделали все. Вера. Да. Надежда на выздоровление – это уже половина лечения. Когда человек с надеждой приходит, начинает верить, а если это уже знающий врач, он знает, где какой орган, как туда помочь. Вот сейчас, если ты видели, эта женщина, она пришла с одной проблемой, с грудью. У него, оказывается, и зуб есть, и нервные порядки, и желчный пузырь. Я сейчас назначал комплексный подход. Она, если будет 90%, она выздоровеет, если выполнит.
Потому что многие, когда ко мне повторно приходят, я говорю, выполнили манер? Нет, я не. Я говорю, зачем ко мне повторно приходишь? И время мое отнимаешь, и свое. Я с ними не работаю. Вот когда человек придет, будут выполнять, гарантированно будут. Если взять лист бумаги, вот где вот написано у вас, да, вот вы мне дали, вот, пожалуйста, вот сейчас, да, вот посмотрите, вот что там вы рекомендуете, доктор? Вот смотри, у меня в первый план, как человек встает, должен пить пол-литра воды. Так. В теплом виде. То есть человек проснулся, выпей пол-литра воды. Пол-литра немного? Нет. Ты же, когда утром идешь в туалет, уже пол-литра входит моча. Выводишь, да? Во-вторых, через дыхательные пути, через каловые масса, все уходит. Вот если 8% вода, которая в состав крови есть, входит, у человека появляется уже кровь становится густой, инфаркт, инсульт. Если 26% человек резко стареет, нехватка жидкости. Бахмангельдеш написал книгу «Тело просит воды». Не обязательно ты ждал, что и когда тебе. Ты должен знать и заливать. В машине, если бензин не поступает, дальше не. А человеку надо учить, чтобы он сделал. Так. Вот Бахмангельдеш, я когда книгу написал «Вода дороже золота», и его книги читал, и японского ученого читал, который вода имеет память, все это. Он сидел в тюрьме, потому что он многим людям помогал, ну, есть завистники везде, короче. Потом его срок кончился, на 20 дней, говорит, давай, тебе мне говорит, а через 20 дней я буду наблюдать. 2000 больных в тюрьме, он только водой лечит. У кого-то язва, у кого-то геморрой, у кого-то гипертония. Вода – это лекарство номер один. А люди немножко по-другому, потому что у них не хватает знаний. Знания кто дает? Специалист, который это область знает. Правильно? Вот это вкратце. Второй здесь, например, мед. Вот ты принес мед. Я всем рекомендую. Покажи мед. Вот. Я выделил. Бадью. Большой. Значит, чайную ложку меда. Почему именно вы рекомендуете? Потому что из углеводов лекарство номер один это мед. Там пыльцы, которые они воспринимают. Ставь что. Так, я вот знаешь как получился. Я когда-то поехал в Трусковецкий, лечиться там. Ну, каждый день мне дали здесь хороший мед, я 100 грамм, наверное, употреблял. Потом знал сахар. Сахар высокий, ну 10-12. 2-3 дня не употреблял мед. Ну, сахар где-то в пределах. Человек в течение жизни сам себя регулирует. Ну, уже в течение, скажем, 15 лет у меня сахар играет. Если человек знает, он себе может контролировать, он без инсулина, без ничего долго. А если не знает, много поел, раз скачок большой, может человек умирать. Вот это явление. Дальше вот у меня идет лечебная физкультура, ходьба, смехотерапия. Человек должен каждый день смеяться в среднем 40 минут. Я написал книгу «Смехотерапия». Во время смеха вырабатывается гормоны, которые вот эта гормоны сами много больных болезней вылечиваются. У меня там много примеров есть, которые коллагеноз, диагноз. У нас по точке зрения врачебной неизлечим. Это больной пошел в гостиницу каждый день 3 часа смеялся, комедия. Боли же нету во время смеха. Через 1,5 недели он выздоровелся. Поэтому я написал, смех это лекарство. Человека лечит. Поэтому нужно провести занятие смехотерапией. Ну, ходьба 5-6 километров среди. Вот я здесь, когда после многие отеки прошли, один день 21 километр ходил по Москве. На второй день 1,5-2 сутки вообще я не мог вставать ходить. Потому что перегрузка тоже вредна. Надо знать меру. Уже я знаю, что мне больше 10 километров не нужно ходить. Много вырабатывается молочная кислота и проблемы начинаются. Так, значит танец. Танцевальная терапия есть. Я сейчас готов в Академии народной медицины 20 кафедр есть, в том числе кафедра смехотерапия, танцевальная терапия, гирудотерапия, апитерапия. Вот я в всей школе в мировом уровне учился, у меня есть багаж знаний, и на всех этих у меня большая библиотека, 15 000 книг, есть литература.
Просто я ищу людей, которые будут немножко финансировать, издавать книги, подготовить людей я могу. И у меня есть партнеры, известные врачи с мировым именем, в России, Украине, в Иране. Они могут приходить тоже преподавать в школу. А для этого что нужно? Дружба. Когда мы встречаемся, вот, встречались, мы можем создавать какой-то центр, что-то сделать в дальнейшем. Вот. Дальше идет аутогенная тренировка. Это каждый человек должен каждый вечером перед сном вот так 50 раз надо живот массировать вот так. По часовой стрелке. По часовой стрелке. Можно чуть-чуть любое масло. А потом, когда хочешь спать, закрыть глаза, у Бога просить прощения за мои грехи. Кого-то обидел, Ивана, Федора, там, Мария, прости меня, если я тебя обидел. Между человеком и Богом имеется связь. Есть сейчас более 200 энергетических каналов. Бог как увидит, что ты хороший человек, подключается автоматически какой-то канал, человек выздоровеется. Были случаи у меня, сказали, через день умирает больной, через 2. Уже 30 лет он живет. Потому что я его научил. Вот когда человек знает, учится, что делать, все. Вот дальше у меня идет это ежедневно, еженедельно. Каждую неделю человек должен один день голодать, пить воду. Комнату делаешь уборку, хотя закрыто, все равно пыль заходит. Конечно. Вот если будешь каждый час с 8 до 8 воду пить, обновляется, очищается организм, восстанавливается постепенно. Потом магний сульфат, это английский соль. 30-40 грамм на литр воды размешаешь, начинаешь пить, он слабительный. Так, улучшается, выделяется желчь, улучшается функции печени, иногда камни желчным путей выходят. Если каждую неделю один раз вот такую уборку сделаешь, у тебя проблемы вообще не будет. И камень, желчекаменные болезни, заболевания печени, все. Дальше идет полоска дрот. Вот у нас всегда, вот видишь, я хотя на гостинице нахожусь, сода, соль, я периодически полоскаю рот. И сода пью. Чайную ложку соды на 200 мл воды. Есть кислотно-щелочное равновесие. Вот это, когда слишком кислотность высокий, человек болеет, слишком щелочной, да. Вот я когда реанимацию работал, больных доставляют без сознания. Кардиогенный шок, кризис различный. Мы делали анализ КШР, кислотно-щелочное равновесие. И сразу капали соду, бикарбонат натрия 4,2%. Через час-полтора себя приходит все. Считай, что более 40 лет я про соду знаю, назначение делаю, но когда дружил на Мывакином, он очень тоже много рассказывал. Можно соду и пить внутри, клизму сделать, и ванны делать содовые. Простые вещи. Так, дальше у меня идет ежемесячно. Каждый месяц человек должен делать магний сульфат, я сказал, ежемесячно. Пить активированный уголь. Вот сейчас я купил активированный уголь, всегда так написали, а сейчас красиво написали пищевой добавка. Потому что в течение 30 лет я сам пью активированный уголь, больным назначаю. Эффект очень хороший. Он адсорбент, он выводит шлаки, стенки и радионуклеиды, и газы уходят. Так, раньше воду чистили активированным углем и алюмокалиевыми кварцами. Вот дальше идет у нас очищение кишечника, клизму делать. Клизма, вот у меня есть груша, вот детей маленькие. Берешь, там, годовального возраста, 2 годика, он плачет, у него вздут и все. Взял воду, прокипятил 37 градусов, взял вот эту грушу, нажимал, задний проход держал, нажимал, вода зашел, убираешь, сразу газ кал. Ребенок спокойно, все уже. А для взрослых людей есть кружка исмаха, там 2 литра воды. Прокипятишь на высоте 1,5 метра, и этим напором он заходит в кишечник. А сейчас я продумал уже больше 10-15 лет на территории России, просто от душа открыл, брызгатель крана. Там маленькое отверстие. Вода сделаешь 50 сантиметров, он вот так поднимается, в теплом виде держит задний проход. Сильно не нужно. Вот так, как поддерживаешь, вода заходит, сразу убираешь каль и газы выходят. Это очень простой.
Я 40 лет вот этим занимаюсь, когда плохо чувствую, иногда в день 2, 3, 4 раза в день. Я живой человек. Вот сейчас говорят, много врачей говорят, что там вымывает макро-микроэлементы, все. Ничего страшного нету. Надо, вот есть книга «Умершие врачи не любят». Я пока живой. И где-то у меня сейчас какое количество, я разработал такой препарат, замш доктора Тахири, в составе которой имеется 65 макро-микроэлементов. Начинаешь пить 1-2 таблетки, кто меня в России знает. Это дополняет все макро-микроэлементы. У кого кальций, магний, золото, что не хватает организма. Ну, дальше у нас идет ежемесячно, я уже сказал, там перец, водород. Тоже по 10 капель начинаешь принимать. Так, а потом идет у нас, в смысле, употребление фиточаи. Печеночный я всем говорил, вот такой, в смысле, дома возьми, литровый, 2-литровый банку, напиши печень, напиши почки. 10-15 дней сбор печеночный, 10-15 дней сбор почечный. Это два основных фильтра. Ну, потом остальные я назначаю, то, что люди употребляют. И вот то, что я сам разработал, ферула хит, такой трава есть, который при Союзе 7 человек защитили диссертацию, как антиопухоли, антипаразитарные, антиэпилептические, омолаживающие свойствами. Когда я вот эти диссертации прочитал, я в территории России впервые сырье привез, зарегистрировал, потом пищевая добавка. В 2008 году мы официально на территории России начали выпускать. Вот когда была эпидемия ковида, у меня все закупили, кончился. Дальше средства не было, что я выпускал. Вот сейчас нашелся на территории России человек, который хочет финансировать и заниматься, и прибыль получаться. Я все полномочия ему отдал, говорю, все, давай начинаешь выпускать, у меня немножко рынок забитый есть, будем работать, будем людям помогать. Еще я здесь разработал крем тарангин, состав из 9 компонентов. Это каждый нормальный человек, который за 35-40 лет вечером берет, руки моет, кончиком палец, вводит задний проход, вот так массирует, потом берет подмошонка, значит, правый яйцо, левый яйцо смазывает. И варикоцеле не будет, и геморрой не будет, и простатита не будет. Эффект. Каждый орган нуждается в уходе и в питании. А это я разработал в этой системе. А сейчас многие говорят, почему не пишешь при остеохондрозе, радикулит помогает, при псориазе помогает. Морщины хорошо убирает. То, что я делал уклон один направление, оказывается универсальный крем тарангин от доктора Тахири. Вот это вкратце то, что я людям помогаю, и я дыхательная гимнастика, лечение глазами, звуками, движениями, танцами. Ха-ха!